Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Из-за теплой погоды в Якутии изменили срок открытия автозимника в некоторых районах. Сколько участков открыто на сегодня? Автобусы для перевозки детей, более 80 новых пазиков и газелей отправились в образовательные организации Якутии. Завтра День Конституции. На Якутской телебашне зажгут праздничную иллюминацию. Международная группа рейтинговых агентств RAEX представила новый ESG-рэнкинг регионов России. В этом году республика поднялась с 35-й строки на 12-ю позицию. Субъекты оценивали по уровню экологических, социальных и управленческих рисков. Так, у Якутии самый большой прирост отмечается в качестве государственного управления. За год республика поднялась с 74-го на 35-е место среди субъектов России. Показатели нивелирования экологических и социальных рисков остались примерно на том же уровне, на 16-й и 11-й позициях соответственно. Напомним, ранее RAEX, республиканский лицей-интернат, включили в топ-300 лучших школ России, где учреждение расположилось на 56-й позиции. Из-за теплой погоды в Якутии изменили сроки открытия автозимников. В некоторых районах на сегодня из 113 участков открыт 41 зимник. Первыми сезонные дороги открылись в Колымо-Нигирской группе районов. Транспорт весом до 40 тонн сегодня может проехать по автозимнику «Алдан» на участке от поселка Хандага до Джабари-Кихая. Для машин до 30 тонн доступны 2 автозимника «Арктика» на участке от поселка Черский до границы Чукотского автономного округа, а также «Булон» на участке от поселка Тикси до границы с Устьянским районом. Для автомобилей до 20 тонн разрешено движение по зимникам «Сибян» на участке от села Батамай до села Сигенкюэль, Усть-Куйга, Казачьи Кресты и другие. Дополнительные здания для нужд столичных школ продолжают строить в Якутске. Объект реализуют в рамках второго этапа проекта по созданию дополнительных мест в школах с участием корпорации развития ВЭБ-РФ. Так, в селе Пригородное изобилие первую сваю будущего дополнительного здания школы номер 12. Сюжет Дмитрия Тымырова. Для жителей села Пригородное это действительно важное событие, ведь сегодня плотность населения этого района города увеличивается, застраиваются новые дома, вместе с ним появляются и новые семьи с детьми. И потребность села в социально значимых учреждениях с каждым годом только растет. По прогнозам руководства школы, до 2025 года количество обучающихся должно достигнуть около 1000 детей. И строительство этого объекта – важное событие для каждого. В настоящее время в школе учатся 615 детей. Это наше здание школы было построено в 2008 году, было рассчитано на 120 мест. Ну, сами видите, что у нас сейчас переполнение в 5 раз. И, конечно, строительство дополнительного здания это будет улучшением условий для того, чтобы дети получали образование. Также строительство этого здания даст возможность школе перейти на однодневную смену, про которую говорят уже давно. Сегодня из-за большого количества обучающихся перейти на такую систему не получается возможным. Сегодня действительно очень радостный день для нас, для учителей, и для учащихся, и для родителей. Мы давно ждали этот день. И надеемся, что строительство закончится ровно в срок, да, и надеемся учиться и учить наших детишек с нового года, со следующего года, да, уже в новом здании, и улучшится система образования нашей школы, да, будут новые формы работы, да, и надеемся, что будем работать в одну смену, это тоже улучшит качество образования. Застройщиком объекта стал Арктик Капитал. Они обещают, что здание сдадут в срок. Работы здесь будут идти даже зимой, а уже летом жители села Пригородный увидят коробку школы. Мы планируем в декабре-январе выполнить буровые работы, установить свайное поле и где-то в конце февраля, середине февраля начнем бетонные работы. Планируем каркас здания закончить где-то в начале июля, и ввод объекта планируется в ноябре 2022 года. Здание школы будет трехэтажное. Общая площадь будет составлять 5200 квадратных метров. Здесь будут размещаться 27 учебных кабинетов, библиотека с книгохранилищем, медицинский кабинет, столовая с обеденным залом, актовые и музыкальные залы для занятия хореографией. С постройкой новой школы
Будет новое оборудование и будет чем занять наших детей современными технологиями. Новый спортзал будет, актовый зал. Ну и для развития нашего подрастающего поколения это большое событие, радостное. Напомним, в рамках реализации данного проекта на территории города Якутска, помимо этой школы, строятся дополнительные здания-пристрои в селе Хатасы и рядом со школой номер 5 города Якутска. Общее суммарное количество мест этих трех объектов порядка на 1000 мест. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Идем далее. Научно-популярный журнал «Наука и техника» в Якутии отмечает 20-летний юбилей. Первый номер журнала вышел благодаря поддержке первого президента республики Михаила Николаева в 2001 году. С тех пор он выходит 2 раза в год. Издание поднимает актуальные темы, касающиеся различных сфер жизни. В журнале очень широкий спектр рубрик, всего их 35. Это и фундаментальные, прикладные исследования, лабораторные работы, медицина, сельское хозяйство, мерзлотоведение и другие. Журнал полюбили, им пользуются, он выписывается через Почту России, получает по подписке многие регионы. Вот. Ну вот мы добивались того, чтобы каждая школа республики, в общем-то, имела этот журнал. И вот в решениях сегодняшнего заседания я хочу предложить, значит, учредителям нашего журнала, чтобы они посодействовали тому, чтобы выделялись средства на то, чтобы каждая школа имела возможность выписать этот журнал. 82 новых автобуса отправились по различным образовательным организациям Якутии. В столице региона торжественно вручили ключи от нового автотранспорта. Подробности у Надежды Саханской. Новые автомобили существенно облегчат перевозку школьников и педагогов в районах республики. Не секрет, что качество дорог в отдаленных населенных пунктах региона напрямую зависит от времени года и погоды. Надежные отечественные автомобили незаменимы при бездорожье. Надо сказать, что у нас 3-й год реализуется федеральная программа «Школьные автобусы». С 2019 года школы республики получают школьные автобусы, ПАЗы и «Газели». Вот. В 2019 году их было 47, потом в 2020 году было 72, и сегодня мы получили 82 автобуса. Автобусы полностью адаптированы под северные условия. К примеру, такая «Газель» вмещает в себя 12 пассажиров. На переднем сиденье, разумеется, место для педагога. И здесь в салоне помещается 11 школьников. Сиденья оборудованы новой системой безопасности. Такое масштабное обновление автопарка – важное событие для нашего региона. Благодаря федеральной поддержке на данные цели было предусмотрено более 165 миллионов рублей. Автобусы для перевозки детей позволят обновить автопарки, организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями санпинов. Кресла в салоне оборудованы специально для детей-пассажиров. Ремни безопасности здесь регулируются под рост и вес ребенка. Машина оказалась 4 ВД, полноприводная. Это очень нас радует, потому что это спецмашина, и ее не надо проходить лицензирование. Как бы упрощает вопрос. У нас 83 участника в школе. И мы малокомплектная школа получается. И у нас не хватает учителей, например, музыки, и чтобы их развозить, вот, именно по ДШИ, например, спортивным школам. Вот это очень нам поможет. Отметим, что всего было закуплено 82 автомобиля. Из них 26 автобусов марки ПАЗ и 56 «Газелей». К слову, работа по обновлению парка школьных автобусов продолжится. Уже сегодня правительство республики направило заявку на получение федерального финансирования для закупки школьных автобусов в 2022 году. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. Гирлянды, наборы елочных шаров, мишура и новогодние звезды в этом году подорожали на 90%. Такую статистику приводят специалисты на сайте Чек-Индекс. Интерес к ретро-игрушкам тоже спровоцировал рост цены. За 4 года она выросла в 10 раз. Есть ли тренды в новогодних украшениях в этом году? Подробности у наших коллег. Этот мышонок мне очень понравился.
Я его прям с особым каким-то трепетом делала, и он получился такой маленький, компактный, совсем не злой мышиный король, поэтому хочу его оставить себе. Оставить себе новогоднюю игрушку – редкость, они все на заказ. Мария Мамонтова воплощает сказочных персонажей из ваты. Даже маленькие детали сделаны вручную. Например, очки, книга или перо ученого кота из сказки Пушкина. Самое сложное – лица и мордочки животных. Их рукодельница лепит из пластики. Здесь главное – терпение, иначе игрушка будет с браком. Несмотря на большой выбор елочных игрушек в магазинах, ручная работа всегда в тренде. То есть люди, которые любят шарики покупные, например, елку оформить чисто шариками красными, например, или вот в определенном цвете. Но есть те, которые любят именно игрушку с историей, чтобы у нее был какой-то именно характер. Даже если покупая какие-то декоративные предметы в магазине, все равно обращаешь внимание на какие-то более интересные. Новогодние украшения ручной работы в моде последние 2-3 года. Тенденция этого года – минимум искусственного, больше натурального. Стекло, керамика, дерево, живые ветки. Также пользуются популярностью горшечные растения, которые оформлены в новогодней тематике. Например, гиацинты очень красиво смотрятся, гипиаструмы смотрятся красиво в новогоднем оформлении. Минимализм в новогодних украшениях и праздничном декоре задает западная флористика. Следовать им с каждым годом все дороже. Если бюджет не позволяет обновлять украшения каждый год, даже привычным пластиковым шарам можно найти место в новогодних композициях. Благо в интернете немало мастер-классов. А еще можно подождать, когда модные украшения сами придут к вам в руки в виде новогоднего подарка. Еще один интересный тренд – композиции с живыми цветами и сухоцветами. Это могут быть розы, еловые ветки и крашеный эвкалипт. Их преподносят как новогодний подарок. Когда букет завянет, не стоит его выбрасывать. Сухоцветы станут оригинальным дополнением ели. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». И последнее. Праздничную иллюминацию в цветах российского флага включат на Якутской телебашне в День Конституции завтра, 12 декабря. Архитектурно-художественную подсветку телебашни в Якутске зажгут с 19 до 20:00 по якутскому времени. Также праздничная подсветка появится на башнях в Нижнем Новгороде, Воронеже, Казани, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Грозном, Калуге и других городах. На медиафасаде Останкинской башни будут транслировать флаг России, а с наступлением сумерек включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.